эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Школу-сад открыли в селе Кытанах Чурапчинского района. Глава Якутии С. Николаев принял участие в торжественной церемонии и поздравил жителей села. Газ запустили в селе Деринг Чурапчинского района. В программу социальной газификации вошел и город Ленск. Отлов бездомных собак усилили в столице республики. Участились случаи нападения животных на граждан. Занятия по электробезопасности для самых маленьких провели энергетики в детском саду Алданского района. Модный показ Arctic Fashion Show состоялся в Якутске в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». До конца года расселят более 18 тысяч граждан из аварийного жилья в Якутии. А до сентября 2025 года должны расселить жителей из 1 миллиона квадратных метров аварийного жилого фонда. Об этом сообщил генеральный директор дирекции жилищного строительства региона Игорь Ткаченко в ходе прямого эфира в социальных сетях. На настоящий момент ликвидировано 85 тысяч квадратных метров аварийного жилья, а также заканчивается этап 2020 года, который составляет 138 тысяч квадратных метров. Кроме того, дорабатывается этап этого года. Глава Якутии С. Николаев подвел итоги работы в Чурапчинском районе. Он посетил долгожданное открытие школы-сада Кытанахского наслега. После сгорания прежнего здания школы в течение 5 лет жители села ждали это радостное событие. Новое здание имеет 90 мест для школы и 25 мест для дошкольного образования. Глава республики поздравил детей, учителей и жителей наслега и вручил сертификат на приобретение автобуса. Сейчас, конечно же, с вводом такого замечательного объекта, школы-сада, я уверен, что из Кытанахской школы будут в дальнейшем выходить такие же замечательные люди, которые всегда здесь были. Это родина наших великих людей. Школа носит имя народного писателя Талана. В этой из ее стен выходили выдающиеся ученые, деятели спорта, культуры Якутии. И уверен, что и в дальнейшем эта традиция будет продолжаться. Также С. Николаев посетил церемонию запуска газа в селе Деринг. Там зажегся факел, знаменующий начало газификации второго по численности населенного пункта в Чурапчинском улусе. Первые семьи уже подключились к сетевому природному газу по программе социальной газификации. Население села составляет более 1000 жителей. Подведение газа к границам земельного участка для граждан будет бесплатно по программе социальной газификации. На сегодняшний день завершены работы по выведению 480 газопроводов, вводов в дома первых семей уже запущен газ. Город Ленск вошел в программу социальной газификации. Строительство газопровода до границ участка собственника начнется уже в следующем году. В настоящее время идет прием заявок, газификация будет бесплатной. На сегодняшний день мы отработали по 1121 земельному участку. Да, там необходимо провести очень большую работу. На этих земельных участках должно быть обязательно находиться жилые здания. Да? То есть, да, дома, они обязательно должны быть находиться в собственности граждан. Поэтому сегодня мы уточняем все данные. На следующий год, на 2022, мы планируем догазифицировать 120 земельных участков. Сегодня городская администрация ведет информационную работу с населением. Жители частного сектора, у кого еще нет в доме подведенного газа, могут обратиться на предприятие «Сахатранснефтегаз» и написать заявление на подведение газовых сетей. В последние месяцы этого года заработали важные для наших граждан нововведения. Например, станет легче зарегистрировать рождение ребенка. Какие еще законы вступили в силу, смотрите далее. Законы, вступившие в силу в декабре уходящего года. Вводится досудебная блокировка сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды, вводящие пользователей в заблуждение из-за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями и предлагающими финансовые услуги лиц, которые их оказывать не вправе. К социально значимым сайтам предоставлен бесплатный доступ.
В перечень таких ресурсов войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также портал госуслуг. Остальные социально значимые сайты определяет специальная правительственная комиссия. Вводится административная ответственность за нарушение требований обязательной маркировки товаров, в том числе лекарств. При этом за производство, приобретение, хранение и перевозку с целью сбыта или сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации будет грозить уголовная ответственность до 3 лет лишения свободы. Все иностранцы, въезжающие в Россию на срок более 90 календарных дней, будут проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование. Последнее включает в себя подтверждение отсутствия ВИЧ-инфекций и инфекционных заболеваний, которые предоставляют опасность для окружающих, а также наркотической зависимости. Эти процедуры должны быть пройдены в течение 90 дней со дня въезда в Российскую Федерацию, а для иностранцев, приезжающих в Россию работать, в течение 30 дней. В кредитный договор банки не смогут включать условия, обязывающие заемщика иметь на счете неснижаемый остаток для погашения очередного платежа. Помимо этого, граждане смогут отказаться от дополнительных услуг, юридического сопровождения или консультации, навязанных при заключении договора кредита или займа в течение 14 дней. Для страховки такой период охлаждения уже действовал, но от нефинансовых услуг чаще всего отказываться было нельзя. С 1 декабря разрешена регистрация актов гражданского состояния, например, о рождении ребенка, в любых ЗАГС. Порядок заключения брака в торжественной обстановке будет определяться субъектами страны, а заявление о расторжении брака вправе сделать иное лицо по нотариально удостоверенной доверенности от бывших супругов или опекуна недееспособного супруга. Не забыта и проблема экологии. Начинают действовать меры по ограничению выбросов парниковых газов в России. Их госучет, установление целевых показателей сокращения, а также поддержка деятельности по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов. В госбюджете Якутии на следующий год предусмотрены средства на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, а также на повышение минимального размера оплаты труда. Общая сумма средств на эти цели составит около 5,5 миллиардов рублей. Министр финансов Якутии Валерий Жандоров отметил, что обеспечение повышения заработной платы – один из приоритетных вопросов. Он также сообщил, что повышение заработной платы для них произойдет в 2 этапа. По итогам 2022 года оплата бюджетных работников повысится на 6%. На эти цели в госбюджете республики предусмотрено более 1 миллиарда рублей. Также предусмотрены средства на повышение минимального размера оплаты труда. Также увеличение заработной платы на 6% в течение следующего года ожидает так называемую прочую категорию бюджетных работников. На сегодня это самая незащищенная ее часть, не вошедшая ни в одну из госпрограмм. Такое повышение станет возможным благодаря тому, что на предстоящий год сформирован самый большой по объемам собственных доходов бюджет республики. Связано это прежде всего с ростом экономики республики, а также с существенным ростом налоговых доходов. Все остальные попали в указ президента Российской Федерации. Они ежегодно увеличиваем, мы регулярно увеличиваем заработную плату для этих категорий. А вот прочие категории, они самые незащищенные. К ним относятся технические работники наших бюджетных учреждений, но к ним также относятся и люди с высшим образованием, которые вместе трудятся в этих трудовых коллективах. Это социальные педагоги, медицинские техники и так далее. Нам удалось при принятии бюджета спланировать таким образом, что им в течение года будет увеличена заработная плата где-то порядка на 6%. Это не очень много, к сожалению, но тем не менее хоть какое-то увеличение есть, мы будем дальше работать. Получить или продолжить образование, построить успешную карьеру, найти работу мечты, познакомиться с единомышленниками из других регионов – все это жители Якутии могут сделать, приняв участие в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей». Реализовать свои таланты можно прямо сейчас. Уже стартовали новые сезоны масштабных конкурсов. Участие в них, как всегда, бесплатное. Нужно только подать онлайн-заявку. Как? Смотрите в подробности в нашем сюжете.
По всей России началась заявочная кампания на участие в проектах платформы «Россия – страна возможностей». Участвуя в них, можно поступить в престижный вуз, пройти стажировку в одной из ведущих компаний, найти наставника и даже начать собственное дело. Прокачать лидерские и управленческие компетенции можно в треке развития конкурса «Лидеры России». Для студентов также открыта регистрация на масштабную олимпиаду «Я профессионал» и проект по решению кейсов про стажировки 2.0. А еще принимаются заявки на акцию для студентов и молодых специалистов «Время карьеры». Каждый из этих конкурсов поможет зарекомендовать себя среди работодателей, получить возможность пройти стажировку или найти работу в ведущих компаниях страны. А от педагогов принимаются заявки на профессиональный конкурс «Флагманы образования». Продолжается регистрация и на хакатоны по искусственному интеллекту. А как вы сами оцениваете этот пройденный путь и что считаете наиболее важным сегодня и в ближайшее время? Спасибо большое, Владимир Владимирович. Вы неоднократно говорили о том, что главное богатство нашей страны – это люди. У нас действительно такие талантливые, неравнодушные, целеустремленные. И системная работа, которая по вашей инициативе проходит, по выявлению талантов, по их продвижению, по их развитию, в общем, дает свои плоды. Но вообще на сегодня у нас 26 проектов на нашей платформе. Более 8 миллионов человек уже прошли, поучаствовали. Больше 26 тысяч – это победители и призеры. Во время этого проекта около 300 назначений на такие серьезные посты. Вот среди них 2 губернатора, 6 заместителей федеральных министров, 4 мэра городов, вице-президенты крупных компаний, генеральные директора, главврачи больниц и другие. По всей стране на базе университетов платформа «Россия – страна возможностей» открывает центры компетенций, в которых любой желающий сможет пройти комплексную оценку навыков и получить рекомендации для профессионального и личностного развития. Участие во всех проектах платформы бесплатное. Подробнее на сайте rsv.ru. Программу по переподготовке сельчан в IT-профессии планируют создать в Якутии. Сейчас в республике работают 11 IT-центров. Согласно проекту, разработают специальные курсы переподготовки для взрослого населения предположительностью от 3 до 6 месяцев. Участники получат навыки программирования, дизайна, маркетинга и других актуальных профессий для дальнейшего трудоустройства в местные и неместные IT-компании или фриланса. В планах охватить до 1000 человек в год. Задача программы – борьба с безработицей в селе и создание новых рабочих мест. В Якутии вновь участились случаи нападения бродячих собак на людей. Очередное происшествие зафиксировали сегодня в Якутске. Как и в начале недели, инцидент произошел в районе Арктического государственного агротехнологического университета. Наша съемочная группа выезжала на отлов безнадзорных животных с сотрудниками пункта их передержки. Подробности далее. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как прохожий, возможно, школьник, отбивается от собаки с помощью сумки. Затем к бродячему животному присоединяются еще несколько псов. Отбиться от агрессивных животных удается только с помощью других прохожих. Как только об инциденте стало известно, на место вновь выехала спецбригада по отлову безнадзорных животных. По словам жильцов близлежащего дома по улице Красильникова, собаки давно нашли убежище под их домом и постоянно терроризируют. Кажется, они еще и размножаются по домам. Очень боимся. Особенно, когда выходим выбрасывать мусор. Там постоянно ошивается свора собак, разбрасывает мусор по всей округе. Все их боятся. Они представляют большую угрозу, могут накинуться на детей и беспомощных стариков. Голодные псы, сравнимы с волками. Работники пункта передержки выходят на смену вот с таким приспособлением. Веревочная петля – это один из самых гуманных средств для отлова. Но попасть под дом и применить ее на деле не удается. Вот, дверь у них заперта на замок. Собака вот там лежит. Мы не можем зайти и поймать их. Через такую маленькую дырку мы не сможем залезть. К этому времени из-под дома уже соседнего здания выходят 2 собаки. Так как бродячие животные никого к себе не подпускают, работник начинает их подкармливать. И вот тут в ход идет второе средство для отлова – дротики. Как показала практика, и этот способ не всегда действенный. А вот использование бригадами ружей, стреляющих снотворными, вызывает шквал критики у населения. Одни считают, что это негуманно, другие и вовсе думают, что животных расстреливают. Поэтому в пункте передержки воздерживается от использования ружей.
Здесь постоянно ошивается свора из 10-20 собак и представляет угрозу как для детей, так и для пожилых. Это очень опасно. Вы же видели, что произошло возле Агату. Возле конюшни вообще невозможно пройти. Собаки специально там людей поджидают и кусают. Вот с нашего дома, говорят, укусило 2 человек. Очень сложная ситуация. Надеюсь, сейчас их отлавливают. Очень опасная для жизни человека, особенно для детей. За полдня бригаде все-таки удалось поймать одну собаку в районе Агату. Ее отправят в пункт передержки, вакцинируют, стерилизуют, чипируют и вернут на место отлова. А вот агрессивных собак, которые покусали людей, ждет пожизненное содержание в пункте передержки. Евгений Тайтонов, Григорий Хлопков, Якутск. Тем временем усилить бригады по отлову безнадзорных животных поручил замглавы города Якутска по вопросам городского хозяйства Егор Кардашевский. С завтрашнего дня дополнительно будут выделены 2 автомашины от муниципальных предприятий «Жилкомсервис» и «Якутдорстрой» для работы по отлову. За каждой машиной будут закреплены специалисты. Для повышения эффективности отлова в том числе будут использоваться пневматические винтовки с дротиками для обездвиживания животных. Будут внимательно отслеживаться все поступающие сигналы, жалобы от жителей, в том числе в социальных сетях, о скоплениях агрессивных животных и оперативно приниматься меры по их отлову. Перейдем к эпидобстановке. За прошедшие сутки на территории республики выявлено 253 случая коронавирусной инфекции. Из них 107 приходится на Якутск. В Нерюнгринском районе зарегистрировали 23 случая, в Мирнинском – 22. В Мегино-Кангаласском – 19, 14 человек заболели в Хангаласском районе, 13 в Алданском, по 8 в Амгинском и Ленском. Еще в 12 районах республики выявлено от 1 до 7 заболевших. Вариант коронавируса омикрон обнаружили в 23 странах. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения. В технической группе подразделения чрезвычайных заболеваний в свою очередь сообщили, что данные о заразности омикрона появятся в ближайшие дни. Сейчас Всемирная организация здравоохранения рассматривает несколько сценариев развития пандемии. Один из них предусматривает вариант, при котором новый штамм окажется более заразным и быстро передающимся, чем доминирующий в мире вариант Дельта. Информации об умерших от нового штамма людях пока нет. Обнаруженное китайскими молекулярными биологами антитело 35B5 действует против всех существующих штаммов коронавируса, однако инфекция постоянно мутирует. Так прокомментировала открытие китайских ученых ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени Ломоносова Роман Зиновкин. Он подчеркнул, что рано или поздно появится вариант коронавируса, который не будет распознаваться этим антителом. Однако, благодаря редкому использованию подобного лекарства, это может произойти не скоро. К другим темам. Чем занимаются электромонтеры, как выглядит ток и куда он течет. Об этом и многом другом алданские дошколята узнали на уроке электробезопасности. Необычное занятие в детском саду провели энергетики. Как правильно пользоваться электричеством, узнали и наших коллеги. Маленькие электромонтеры, воспитанники детского сада «Колобок», дали жителям сказочного домика самое настоящее электричество. Настроить схему, разобраться в работе щитка и включить рубильник – задача оказалась непростой, но ребята с ней успешно справились. Загорелся свет! Ура, молодец! Выполнением практической задачи дошколята закрепили теоретический материал необычного, но очень интересного и познавательного занятия. В подготовительных группах прошел урок электробезопасности. Как выглядит ток и куда он течет, что такое электричество и чем занимаются электромонтеры. Об этом ребятам рассказали специалисты филиала ДРСК ЮЯС. Уроки по электробезопасности направлены на то, чтобы объяснить детям, что такое электрический ток, что такое напряжение, насколько оно опасно, как нужно себя вести в том или ином случае. Занятия по электробезопасности строятся с учетом возрастных особенностей дошколят. Кроме беседы, урок включил просмотр роликов и демонстрацию наглядной атрибутики. Особый интерес у мальчишек и девчонок вызвала самая настоящая форма – тяжелые боты и каска. У нас подготовлен специальный сценарий для того, чтобы в доступной форме им объяснить. Ребята из Нерюнгри, наши сотрудники, сделали макет линии, чтобы дети могли воочию увидеть, как подается напряжение, как в доме загорается свет.
Особое внимание новоявленные педагоги уделили правилам поведения рядом с энергообъектами и распределительными щитами. Затем ребятам было предложено придумать и нарисовать собственные запрещающие и предупреждающие знаки. Воспитатели отмечают, что детишки имеют представление о правилах безопасности. Такие мероприятия, конечно, очень важны и очень нужны, особенно для тех детей, которые пойдут в школу. Для наших будущих выпускников, потому что все равно так или иначе им придется оставаться дома одним, и умение пользоваться электроприборами и знать о безопасности – это, конечно, очень важно. В школах и детских садах уроки безопасности энергетики проводят в течение года. Главной целью таких занятий является профилактика детского электротравматизма. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. В школах Якутии началась апробация междисциплинарного обучения. Проект направлен на создание эффективной и результативной модели образовательной среды, обеспечивающей выявление, поддержку и развитие одаренности каждого ученика в начальных классах. В проекте принимают участие 7 школ и Вилюйский профессионально-педагогический колледж имени Чернышевского. В рамках реализации проекта учителя из Якутии в эти дни провели открытые уроки в Московской школе «Созвездие». Педагоги показали московским коллегам, какие инструменты используют для развития познавательной активности, системного мышления, творческих способностей обучающихся на уроках, неурочных занятиях, в учебно-исследовательских экспедициях. В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» в Якутске прошел модный показ Arctic Fashion Show. Главная цель мероприятия – продвижение индустрии моды как якутского бренда. Его организаторами являются Министерство предпринимательства, торговли и туризма Якутии, а также Арктический государственный институт культуры и искусств. О том, чему посвящен модный показ в этом году, и о участниках модного шоу расскажет Марфирина Алексеева. Сделать моду Якутии новым брендом республики возможно, благодаря в том числе проекту Arctic Fashion Show, которое за 3 года стало главным событием в мире якутской моды. В этом году заявок на участие от модельеров поступило так много, что был организован отбор. В итоге свои коллекции представили 26 дизайнеров. Основная тема шоу – все об Арктике, от ее природы до цифровизации. Зрителям показа была представлена нашумевшая в мире моды коллекция от якутянки Александры Корякиной, создателя бренда «Заза». Ее работы украшают страницы самых модных мировых журналов, а принты на образах трактуют алгыс традиционное благословение. Все коллекции идут красной нитью. Это тема экологии, цветов, это живая природа. Она сама якутянка же, она, конечно, болеет за экологию и природу. И у нее в коллекциях, да, есть присутствует там растительные элементы, это лепестки, цветы, принт на платьях, это цветочные принты. На данном мероприятии участвуют как уже известные именитые модельеры на всю страну и даже за пределами ее, так и, как мы сейчас только что узнали, имеются модельеры, школьники, подростки. Сейчас мы пообщаемся с одной из них, ее зовут Юлиана. Здравствуйте. Это ваш первый такой серьезный показ. Расскажите ваши впечатления и что у вас за идея? Меня зовут Юлиана. Мы, получается, команда подростков «Атмосфера». Мы являемся таким творческим объединением. Мы развиваемся в фэшн-индустрии и в сфере музыки. Все шили сами, получается, подростки. Вот один из образов. Шила тоже девочка, школьница. Все придумывали сами. Наша идея апсайклинг. Получается, переделанная одежда, экологичная тема получается. И у нас вся коллекция джинсовая. На создание своей коллекции многих молодых дизайнеров сподвигло именно это шоу. Таким образом реализовалась мечта. Я занимался перекупом одежды, и в плане стиля я всегда чувствовал некую тягу. И именно этот показ дал мне очень сильный толчок на изготовление своей собственной коллекции дизайнерской. 3 года назад это шоу было организовано известным модельером Варварой Филипповой. В этом году дизайнер трагично скончалась, и нынче представление посвятили ее памяти. В конце показа близкие подруги Варвары Филипповой вышли на подиум в созданных Варварой нарядах. А главный стилист показа Гала Борзова стала амбассадором проекта еще в прошлом году, также по просьбе Варвары. Гала отметила своеобразный почерк и талант якутских дизайнеров, а также высокий уровень организации мероприятия. Когда я приехала сюда, я увидела, что многие действительно сделали то, что объявили в заявке, я искренне удивилась. Очень хороший уровень, очень самобытно, очень интересно и действительно отличается от того, что происходит в фэшн-пространстве. То есть здесь есть именно уникальность. В будущем Arctic Fashion Show планируют вывести на арктический уровень. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск.
В Доме печати подвели итоги республиканского конкурса «Семья года», которую проводило региональное Министерство труда и социального развития. Из-за ограничительных мер конкурс проводился в онлайн-формате. И вот сегодня в столице региона организаторы встретились с победителями и номинантами республиканского конкурса, где были вручены памятные подарки и дипломы победителей. Так, победителями в номинации «Молодая семья» победу одержала семья Радомира и Анжелики Никитиных. Звание «Семья хранителей традиций» удостоились Симон и Евдокия Быкасовы из Верхневилюйского улуса. В номинации «Кочевая семья» победили Роман и Вероника Семеновы из Оленёкского улуса. Ну а в номинации «Многодетная семья» победу одержала семья из Горного улуса Леонид и Людмила Павловы. В этом году мы проводим 20-й юбилейный фестиваль республиканского конкурса «Семья года». Это очень большой, очень значимый для нас фестиваль. Он направлен на популяризацию семейных ценностей, на поддержку семейных традиций. Ну и, конечно, по всей республике в течение года мы с участием органов местного самоуправления проводим несколько этапов конкурса. И вот буквально в декабре ежегодно эти итоги подводятся, выявляются 5 лучших семей по 5 номинациям. И, конечно, в такой хорошей, интересной атмосфере награждаются семьи премией главы республики в размере 300 тысяч рублей. Ну и, конечно, ценными подарками. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале. До встречи в эфире.